Битва при Синцисе. Как уйгурская конница освободила столицу Чиньян и спасла династию Тан. В 755 году генерал Ан Лушан захватил Чиньян и вторую столицу Лаян и провозгласил новую династию Ян. Император Тан Сюй Цзун в панике бежал. Династия Тан пришел фактически конец. Но Ли Ху, сын павшего императора, первым делом вспомнил о могущественных уйгурах. Он знал, что только мощная уйгурская конница может победить мятежников, и убедил императора просить помощи у уйгурского каганата. Он обращается за помощью к уйгурскому кутлук Бельге Кул-Кагану от имени своего отца. Каган согласился отправить свои войска. Сюй Цзун хотел любой ценой заручиться помощью уйгуров для освобождения своей империи. Но у свергнутой династии Тан не было достаточно денег. Тогда император Сюй Цзун в письме с просьбой о помощи дал кутлук Бельге Кул-Кагану жесткое обещание. В день взятия столицы земля и мужчина отойдут династии Тан, а все богатство и женщины целиком достанутся уйгурам. Для Ли Ху это была армия, меняющая судьбу империи, и обращаться с ней следовало по наивысшему разряду. Поэтому он приказал зарезать 1000 голов скота и не поскупился на все государственные запасы. Чтобы сохранить свою династию у власти, император Тан Сюй Цзун был готов на все, в том числе на бесчисленные жертвы невинных жителей империи Тан. Цена была чудовищной, но императора это не слишком волновало. Поверив его обещаниям, уйгурский каган тут же отправил своего сына с 4000 отборных всадников в Фэнсан. В Фуфэнцзунь армии Ли Чу и уйгурская железная конница соединились. Чтобы заручиться поддержкой уйгурской конницы, генерал Го Цзии устроил для них трехдневный пир с огромным количеством мяса и вина. Такое гостеприимство смутило даже Ябгу, сына уйгурского кагана. Он сказал Го Цзуи: «Ваше государство в беде, а мы, уйгурская конница, еще и в бою не было. Как можно все время так воровать?» Го Цзуи невозмутимо ответил: «Великая Тан и уйгуры – одна семья. Помимо условий императора, я лично буду ежедневно поставлять 200 овец и 20 голов скота. Только накормив воинов досыта, они обретут силы для боя». 15 октября 757 года император Сюй Цзун отдал приказ своей армии о генеральном наступлении. Главнокомандующий, сын императора, князь Гуанпин Ли Чу, повел войска из Шафана, всего 150 000 человек, и выступил из Фэнсана на Чиньян. 30 октября 759 года различные части танской армии подошли к монастырю Синцзиса на западной окраине Чиньяня и построились в боевой порядок на восточном берегу реки Фэншуй к северу от монастыря. Мятежные генералы Ан Шо Чун и Ли Гуйжен уже разместили 100-тысячное войско за стенами Чиньяня. Это было крупнейшее сражение между правительственной армией и повстанцами со времен начала восстания Ан Лушаня. Эта битва должна была определить судьбу Чиньяня, по сути, судьбу империи Тан. Пока китайские генералы смотрели на карту, уйгуры изучили всю местность, оценили даже почву для коней и наметили место засады. Когда китайский главнокомандующий попытался навязать уйгурам свой план боя, уйгурский генерал Чебе вежливо, но твердо ему сказал: «Вы воюете как можете, а мы просто принесем вам победу». Битва началась с атак конницы мятежников. Первым атаковал мятежный генерал Ли Гуйжен. Его отборные части неслись вперед. Используя фланговые охваты, они быстро расстроили ряды танской пехоты, вынудив ее к тяжелому, кровопролитному отступлению. Неожиданное ложное отступление и яростная контратака конницы Ли Гуйжена для танской пехоты была кошмаром. Поэтому, увидев ее, они бросились бежать. В одно мгновение 1000 солдат ринулись назад. Пока пехота армии Тан ценой больших потерь в панике бежала кто куда, уйгурская конница действовала расчетливо и хладнокровно. Разведка обнаружила скрытый полк на западном фланге в засаде и уничтожила его. В это время мятежный генерал Ан Шо Чун, имея численное преимущество, спрятал засадный полк на восточном фланге, чтобы ударить в тыл в разгар боя. И когда танская армия побежала, отряда Ан Шо Чун радостно рванула добивать разбежавшуюся пехоту и растянулась по полю боя. И в этот момент из засады вылетела железная уйгурская конница и стала методично и жестоко уничтожать армии мятежников. Это была классическая стратегия степной кавалерии – ложное отступление засадой.
Удар тяжелой бронированной уйгурской конницы в ламелларных доспехах вызвал мгновенную панику и ужас. Армия Ян потеряла боевой дух и обратилась в бегство. Эта стратегия веками обеспечивала молниеносную победу степной конницы над армиями оседлых государств. Чингисхан также использовал этот опыт и через 500 лет после грандиозного разгрома уйгурской конницы и 100-тысячной армии мятежников. Уйгурская железная кавалерия загнала разбегающуюся вражескую армию в клещи танской армии, перерезав пути к отступлению. Генералу Цзии оставалось только дать команды на добывание остатков мятежников. Битва длилась с полудня до заката. Ночью в Чиньяне еще стоял шум полного разгрома. Советник императора Пагу Хуоен узнал, что вражеские генералы Ан Шоджун и Лигуйжен собираются бежать из города и просил у князя Личу разрешения на погоню. Но наследник императора Личу отклонил предложение. Пагу Хуоен не спал всю ночь и утром снова пришел настаивать на погоне, но Личу был непреклонен. Под утро пришло известие. Ан Шоджун и Лигуйжен бежали в Лаян. Как же немногочисленные уйгуры обеспечили победу армии? Это результат военно-технического превосходства уйгурской тяжелой кавалерии в ламелларных доспехах. Это живые танки 8 века. Радборные воины с полным комплектом доспехов, хорошо обученный верховой бой и качественное оружие вместе с стратегией внезапности и засада. Для легко вооруженной пехоты они неуязвимы. После того, как уйгуры вернули столицу Чиньян под контроль династии Тан, наследник императора, Личу столкнулся с дилеммой. Он был связан обещанием отца. В день взятия города богатства и женщины все достанутся уйгурам. Выполнить обещание, столица будет разграблена. Нарушить клятву, лишиться помощи уйгуров и нажить могущественного врага, когда восточная столица Лаян еще не отбита, а мятеж во всей империи не подавлен. Личу решил обмануть уйгуров, и это обернулось катастрофой для Китая.